18 мая 2022 года 27-летняя Шрадха Уолкер перестала выходить на связь. Телефон был отключен, сообщения оставались без ответа, а активность в социальных сетях прекратилась. Сначала это не вызвало подозрений. В прошлом она уже дистанцировалась от близких, но время шло, и тишина затягивалась. Не было ни звонков, ни объяснений, ни даже короткой фразы, чтобы развеять тревогу. То, что начиналось как обычное молчание, постепенно превратилось в повод для беспокойства, а вскоре в начало расследования, которое раскрыло одну из самых жестоких историй последних лет. Историю, начавшуюся с любви и закончившуюся за гранью здравого смысла. Шрадха Уолкер родилась в 1995 году в городе Васи, штат Махараштра, в индуистской семье. Ее детство прошло в атмосфере внутренних конфликтов. Родители Шрадхи разошлись, когда она была еще ребенком. Мать осталась единственной опорой для дочери, в то время как отец и старший брат все больше отдалялись. С годами семья перебралась в Палгар, надеясь на более стабильную жизнь, но отношения внутри оставались напряженными. Шрадха выросла замкнутой, но решительной. В школе она не стремилась выделяться, но всегда имела твердое мнение и выраженное чувство справедливости. Искусство стало ее личным убежищем, особенно театр. По окончании школы она решила не задерживаться в Палгаре. У матери не было возражений. Она понимала, что Шрадха не сможет реализовать себя в маленьком городе, в отличие от отца, который видел в этом проявление непослушания. В 2018 году Шрадха переехала в Мумбаи, город возможностей, где, по ее мнению, она могла начать новую жизнь. Тем временем в том же штате, но в другой семье и другой реальности взрослел Афтаб Амин Пунивала. Он происходил из мусульманской семьи среднего достатка. Отец, который придерживался строгих взглядов, настаивал, чтобы сын получил образование в крупном городе и отправил его в Мумбаи. Афтаб не возражал. Он был амбициозен, вежлив, со склонностью к аналитическому мышлению. С детства тянулся к психологии и быстро освоился в городской жизни. Афтаб проводил значительную часть времени в интернете, особенно на платформах социальных сетей и сервисах знакомств. Его отношения с девушками были мимолетными, без намерений строить что-то серьезное. Он воспринимал себя как самостоятельного человека и не стремился к привязанности, но при этом испытывал потребность контролировать тех, с кем сближался. В общении он оставался замкнутым, сдержанным и эмоционально недоступным даже для близкого окружения. Переехав в Мумбаи, Шрадха устроилась на работу в колл-центр в районе Малад. Уже через несколько недель после начала новой жизни она встретила там Афтаба Пунивалу. В то время она еще не знала, что они оба родом из Вассы и даже учились в соседних школах. Однако этот факт всплыл позже и стал поводом для первого разговора. Общие корни и знакомые места помогли им быстро найти точки соприкосновения. Шрадха искала простого человеческого общения. В новом городе она чувствовала себя одинокой. Афтаб не проявлял инициативу, но отвечал на ее попытки наладить контакт. Их общение началось непринужденно. Разговоры на перерывах, обсуждение рабочих моментов, случайные встречи после смен. Они стали проводить вместе все больше времени. Обмен номерами, прогулки, совместные обеды – все это развивалось быстро, но без лишнего напряжения. Уже через несколько недель Афтаб предложил Шрадхе переехать к нему. Он обосновал это практичностью. Стоимость аренды в Мумбаи была высокой, а они и так почти не расставались. Он говорил, что это логично – жить вместе и делить расходы, раз уж у них складываются отношения. Шрадха, не чувствуя угрозы, согласилась. Она только начала зарабатывать, и предложение сэкономить казалось разумным. Они сняли жилье неподалеку от офиса. Совместная жизнь началась без особых проблем. Шрадха продолжала работать и старалась обустроить быт. В соцсетях все выглядело как стабильные отношения. Фото с прогулок, сторис из кафе, милые подписи создавали образ счастливой пары. Ее друзья и коллеги считали, что у пары все хорошо. Сама девушка не жаловалась, наоборот, хвалила Афтаба. Говорила, что он спокойный, уравновешенный и не любит конфликты.
Однако вскоре в отношениях начали проявляться первые признаки дискомфорта. Афтаб становился раздражительным, особенно когда речь заходила о личных границах. Ему не нравилось, когда Шрадха долго переписывалась с друзьями или задерживалась на работе. Он все чаще уходил в себя, не объясняя причин. Бывали случаи, когда он резко обрывал разговор или замыкался на несколько часов без объяснений. Сначала Шрадха не придавала этому значения. Она считала, что адаптация к семейной жизни требует времени, но моменты напряжения стали повторяться. Иногда он мог резко повысить голос, обвинить ее в излишней навязчивости. Хотя это происходило нечасто, такие вспышки настораживали. Он всегда находил объяснение: усталость, стресс, давление на работе. Шрадха принимала это, не желая разрушать то, что, как ей казалось, только началось. На фоне бытовых привычек, давления, расходов и совместного досуга формировалась модель, в которой один постепенно подчиняет другого. Эти изменения не были очевидны, все происходило постепенно, от ограничения общения до эмоционального давления. Но пока внешне все выглядело благополучно, Шрадха продолжала верить, что все под контролем. Она не подозревала, что трещины, начавшиеся с мелочей, станут основой для будущей катастрофы. К началу 2019 года пара продолжала жить вместе, и для девушки это воспринималось как серьезный союз. В какой-то момент она решила, что пора сообщить об этом семье. Объявление о межрелигиозных отношениях сразу вызвало резкую реакцию. Мать первой выразила протест. Она ясно дала понять, что не готова принять выбор дочери. Причина заключалась в религиозной разнице. Шрадха – индуистка, Афтаб – мусульманин. В их окружении такие браки воспринимались как недопустимые, и мать Шрадхи считала, что семья не сможет с этим смириться. Шрадха настаивала. Она объясняла, что выбор осознанный, что Афтаб – человек, которому она доверяет. Однако, чем больше она защищала его, тем сильнее становилось давление со стороны семьи. Тогда мать обратилась за поддержкой к отцу. Он уже давно был отчужден от дочери и теперь вступил в диалог. Его позиция оказалась даже жестче. Он потребовал прекратить эти отношения и вернуться домой. Разговор закончился ультиматумом. Конфликт перешел в открытую стадию. Шрадха отказалась подчиниться. Она посчитала, что семья пытается контролировать ее жизнь, несмотря на то, что уже давно не участвует в ней. Она не только проигнорировала замечания, но и заявила, что больше не считает себя частью этой семьи. Все контакты с родителями и братом были оборваны. Она удалила их из мессенджеров, заблокировала номера, перестала отвечать на звонки. Свою фамилию она больше не использовала публично, не упоминала о семье в разговорах с коллегами или друзьями. Переход от эмоциональной связи к полной изоляции произошел быстро. Родные пытались восстановить контакт через общих знакомых, но безуспешно. Шрадха больше не принимала участия ни в семейных событиях, ни в обсуждениях. Для нее существовал только один близкий человек – Афтаб. Все остальные были за пределами круга доверия. И хотя внешне она вела себя уверенно, этот конфликт отразился на ее психоэмоциональном состоянии. Она окончательно замкнулась в отношениях, которые воспринимала как единственный надежный якорь. В декабре 2019 года случился единственный момент, когда Шрадха пошатнулась в своем решении. Ее мать тяжело заболела и, несмотря на разлад в отношениях, решилась позвонить дочери. Это был их последний разговор. Женщина умоляла дочь все бросить, уйти от Афтаба, вернуться домой и попробовать начать заново. В ее словах звучала не только материнская тревога, но и отчетливое предчувствие беды. Шрадха выслушала спокойно, поблагодарила за заботу, но осталась непреклонной. Связь между ними оборвалась. Через месяц мать скончалась. Смерть матери стала поворотной точкой. Брат Шрадхи попытался связаться с ней снова, но она проигнорировала его попытки. По существу, этот момент только усилил ее зависимость от Афтаба. Потеря матери и оторванность от остальных родственников окончательно изолировали ее. Все, что у нее оставалось, это отношения, в которых не было места ни поддержки, ни безопасной опоре. Но она этого не осознавала. В ее восприятии только он оставался рядом, когда все остальные отвернулись.
К началу 2020 года их совместная жизнь в Мумбаи стала привычной и однообразной. Шрадха продолжала работать, и в основном она обеспечивала все повседневные расходы. Афтаб все больше времени проводил дома, не проявляя интереса к поиску стабильной занятости, ссылаясь на временные трудности. Его поведение постепенно менялось. Он начал регулярно употреблять травку, заказывать еду на доставку и пользоваться деньгами Шрадхи. Финансовая ответственность полностью легла на нее. Со временем девушке пришлось использовать даже те сбережения, которые она хранила на будущее. Ситуация начала ухудшаться, когда Шрадха заметила, что Афтаб использует приложение для знакомств. Это стало очевидным после того, как она увидела у него активный аккаунт в одной из популярных платформ. Она задала прямой вопрос. Его ответ был уклончивым. Парень утверждал, что это старый профиль, забытый и неактивный. Затем, когда конфликт повторился, он обвинил ее в чрезмерной подозрительности. Он говорил, что она ревнивая и параноидальная, и что это мешает ему дышать. Это вызывало у Шрадхи сомнения в собственной правоте. Он умел подавлять конфликты через вину и психологическое давление. После одного из таких эпизодов Афтаб удалил приложение, но спустя несколько недель Шрадха снова нашла его профиль, теперь уже с новым телефоном. Объяснение было прежним: техническая ошибка, недоразумение. Чтобы загладить вину, он обещал изменить поведение и больше времени проводить с ней. Но эти обещания быстро теряли силу. Через несколько месяцев она увидела бойфренда в компании другой девушки, уже в реальной жизни, в офисе, где он подрабатывал временно. Эта ситуация спровоцировала новую ссору, но, как и прежде, Афтаб перевел разговор на обвинение. Поворотным моментом стала одна ночь, когда Шрадха услышала звонок на телефон Афтаба. Женский голос назвал свое имя, и по тону разговора было очевидно, что между ними существуют личные, тесные отношения. Шрадха попыталась выразить недовольство, но Афтаб внезапно вышел из себя. Он перешел на крик, оскорбление и грубо схватил девушку за руки. Это стало первым случаем физической агрессии с его стороны. Вскоре он извинился, уверяя, что это была случайная вспышка гнева, и пообещал, что подобное больше не повторится. Шрадха не поделилась случившимся ни с друзьями, ни с коллегами. Она сделала вид, будто инцидент забыт. С этого момента эпизоды насилия повторялись. Он мог кричать, толкать, схватить одежду. Это происходило на фоне его раздражения по любому поводу. Неудобный вопрос, не вовремя заданный, попытка задать границы. Шрадха каждый раз пыталась рационализировать происходящее. Она объясняла себе его поведение как временное, связанное со стрессом. Говорила, что ему тяжело, что он под давлением. Он утверждал, что просто нервничает и не умеет иначе выражать эмоции. К тому моменту у нее почти не осталось личных денег. Все средства уходили на аренду, еду, лекарства, повседневные нужды. Даже когда Афтаб ничего не делал, девушка продолжала оправдывать его. Она верила, что сможет вытащить парня из этого состояния. Все это происходило в полном отрыве от внешнего мира. Шрадха не делилась проблемами, не искала поддержки. Постепенно она начала терять ориентиры и внутреннюю опору. К середине 2022 года отношения Шрадхи и Афтаба находились в затяжном кризисе. На фоне постоянных ссор, ухудшения финансового положения и эмоционального истощения Афтаб предложил переезд. Он представил эту идею как шаг вперед, возможность уйти от прошлого, оставить все конфликты позади и начать заново. Он говорил о Дели как о городе с лучшими карьерными перспективами и более низкими расходами на жилье. По его словам, новая среда могла бы положительно повлиять на их жизнь и улучшить взаимопонимание. Шрадха согласилась. Она надеялась, что смена обстановки даст им шанс наладить то, что давно уже было разрушено. Во время переезда основные организационные вопросы взял на себя Афтаб. Он связался с общим знакомым, который уже жил в Дели, и тот согласился помочь с жильем. Первые 2 дня после прибытия они провели в гостинице, затем при содействии друга сняли однокомнатную квартиру. Жилье было небольшим, но достаточным для 2. Оно находилось на 1-м этаже, в малоэтажном доме. Квартира имела отдельную кухню, санузел и балкон. Главное, она была дешевой и доступной, без лишних формальностей.
Первые дни в Дели прошли спокойно. Они обустраивались, закупали предметы быта, настраивали технику, искали ближайшие магазины. Шрадха надеялась, что новый город изменит их отношение друг к другу. В сети появлялись фотографии из прогулок, из кафе, с домашней обстановкой. Визуально все выглядело стабильно. Эти публикации создавали иллюзию контролируемой ситуации. Никто из друзей и бывших коллег Шрадхи не подозревал, что внутри этой новой жизни все оставалось прежним. Общее ощущение стабильности сохранялось 9 дней. Именно столько длилась иллюзия новой реальности, в которой не было места старым ошибкам. Утро 18 мая не предвещало ничего необычного. Шрадха и Афтаб вместе сходили за покупками, пообедали дома и к вечеру приготовили ужин. Атмосфера в квартире оставалась спокойной, никаких явных признаков конфликта. Во время трапезы они обсуждали бытовые мелочи, стараясь не касаться сложных тем. Однако после еды разговор вновь свернул в привычное русло, к вопросу о будущем их отношений. Шрадха в очередной раз попыталась выяснить, планирует ли Афтаб официально оформить их союз. Она не настаивала, а скорее хотела услышать ясный ответ. После 4 лет совместной жизни ее вопросы были логичны и сдержаны, но даже само упоминание темы брака вызвало у Афтаба раздражение. Он резко прервал разговор, обвинив Шрадху в давлении. Между ними вспыхнул конфликт. Тон быстро обострился, дискуссия переросла в крик, а слова утратили смысл. Во время перепалки Афтаб встал, подошел к девушке и без предупреждения схватил ее за горло. Все произошло мгновенно, импульсивно. Он сжимал шею с такой силой, что она вскоре потеряла сознание. Даже после того, как сопротивление прекратилось, он продолжал сдавливать ее горло. Только когда в комнате наступила полная тишина, он отпустил. Шрадха уже не дышала. Никакой паники не последовало. Афтаб не закричал, не побежал за помощью. Проверил пульс, осмотрел тело, понял, что она мертва. Несколько минут провел рядом с ней в полном молчании. Затем встал, перешел в другую комнату и закрыл за собой дверь. В первые часы он не делал ничего, чтобы скрыть убийство, не прибирал квартиру, не мылся, не придумывал план. Он просто лег спать. Никаких признаков паники, ни чувства вины, ни страха. Все происходило с пугающим равнодушием. Тело Шрадхи так и осталось лежать в комнате до самого утра. А Афтаб никому не позвонил и не покинул квартиру. Соседи не слышали шума, не заподозрили неладного. Убийство, совершенное вечером, осталось невидимым для окружающих. Оно замкнулось в 4 стенах, где остался только один человек и его абсолютное безразличие к содеянному. Утром 19 мая, спустя несколько часов после преступления, Афтаб вышел из квартиры. Он направился в ближайшие магазины, где по отдельности приобрел все, что по его расчету могло понадобиться для уничтожения тела. Он купил портативный морозильник большого объема, пластиковые мешки, хозяйственные ножи, химикаты, моющие средства и бутылки с отбеливателем. Все покупки он делал в разных точках, чтобы избежать внимания. Вернувшись, он перенес морозильник в квартиру и установил его в одной из комнат. С этого момента он начал действовать по заранее сложенному плану. Сначала он переместил тело в ванную. Там он включил душ и подготовил рабочее место. Затем приступил к поэтапному расчленению. Все происходило без спешки. Он резал тело частями, стараясь, чтобы каждая из них помещалась в отдельный пакет. Он делал перерывы, после чего продолжал, пока не разделил останки на более чем 35 фрагментов. Каждую часть он заворачивал в полиэтилен и аккуратно укладывал в морозильник. Для того, чтобы упаковать все, ему потребовалось несколько дней. Одни части занимали полки, другие – нижний отсек, предназначенный для хранения замороженных продуктов. Там же, на этих полках, позже хранилась еда, напитки, упаковки с мясом и молочные продукты. Он использовал холодильник как обычный бытовой прибор, несмотря на то, что в нем лежали останки убитой им женщины. На фоне этих действий он продолжал вести внешний быт, делал заказы на доставку еды, пользовался телефоном, заходил в соцсети. Внешне жизнь не прерывалась. Процесс расчленения затянулся, работа была физически тяжелой, и однажды во время манипуляции с нижней частью тела Афтаб порезал себе руку.
Позже он обратился в травмпункт, где сообщил, что порезался при разделке фруктов. Врач зашил рану и зафиксировал перевязку. Он ушел, не вызвав подозрений. Оставшаяся часть тела, голова, долго не поддавалась утилизации. Он не решался выбросить ее вместе с остальными частями, опасаясь, что именно по ней можно будет провести опознание. Поэтому голову он хранил отдельно. Она находилась в том же морозильнике, но в изолированном пакете, вплоть до начала июня. Это был последний элемент, который напоминал о личности погибшей. Остальные части уже стали для него обезличенными объектами, упакованными и распределенными по категориям. Никаких мер по дезинфекции квартиры в этот период он не предпринимал. В ванной и на полу остались следы крови, частично смытые водой и химикатами. Характерный запах начал распространяться по помещению, и чтобы его заглушить, Афтаб начал зажигать ароматические палочки в разных комнатах. После завершения расчленения тела Афтаб перешел к следующему этапу – утилизации. Он не пытался избавиться от всего сразу. Вместо этого разработал поэтапный план, в котором каждая деталь была просчитана. В дневнике, найденном позже при обыске, он фиксировал даты, время и предполагаемые места выброса. Целью было не только скрыть следы, но и не допустить концентрации улик в одной точке. Он выбрал ночное время для передвижения. Основной маршрут пролегал в сторону леса Михраули, густой, слабо освещенной зоны, куда редко заходили местные жители в темное время суток. Туда он отправлялся пешком с рюкзаком, в котором лежали пакеты с замороженными частями тела. Чтобы не привлекать внимания, он менял одежду, шел в разное время и выбирал непредсказуемые траектории движения. Передвигался быстро, не задерживаясь на одном месте. Вернувшись, делал записи в блокноте, указывал, сколько фрагментов выброшено и в какой локации. Иногда из-за жары и запаха он ускорял темп. Содержимое пакетов он закапывал в ямах, скрывал в зарослях. Иногда просто оставлял у подножия деревьев. Соседи по квартире иногда чувствовали неприятные запахи, но никто не связывал их с чем-то подозрительным. Афтаб не пускал никого внутрь, аргументируя это занятостью или болезнью. Последним компонентом плана стала голова Шрадхи. Ее уничтожение он приберег на финал. В дневнике были указания, как и где он собирался это сделать. Ориентировочная дата, маршрут, место сожжения. Таким образом, начав с Михраули, он сформировал настоящую тропу призраков, оставляя останки по разным районам. Это не было паническим устранением улик, это была цепочка хладнокровных действий, растянутая на недели, и все это время он продолжал вести замкнутый, но внешне спокойный образ жизни. После преступления и начала утилизации тела Афтаб осознал, что исчезновение Шрадхи может вызвать подозрения среди знакомых. Чтобы продлить иллюзию ее присутствия, он начал имитировать ее активность в сети. Это включало публикации сторис, отправку сообщений от ее имени и отклики на запросы друзей. Все происходило через ее телефон, который оставался у него до июня. Он отвечал на входящие сообщения в WhatsApp, копируя стиль общения Шрадхи, использовал короткие фразы, смайлы, избегал голосовых сообщений. Когда ее друзья спрашивали, куда она пропала, он писал, что она уехала в Лахор на несколько дней, или что временно занята, не хочет выходить на связь. Иногда он просто не отвечал сразу, имитируя занятость. Эти действия позволили ему на несколько недель отложить любые внешние подозрения. Одновременно с этим он использовал смартфон своей девушки для другой цели. Перевел на свой счет 54 тысячи рупий с ее банковского аккаунта. Транзакция прошла через ее мобильное приложение, а точка подключения совпадала с их квартирой. Эти средства он потратил на аренду, еду и повседневные расходы. Афтаб действовал так, будто ее финансы – его личное имущество. Уже в начале июня, когда большинство останков Шрадхи было утилизировано, Афтаб вновь активизировался в Tinder. Он завел новый профиль и начал переписку с девушками, используя свою старую стратегию – вежливость, нейтральные темы, интерес к психологии.
Через несколько дней он пригласил одну из девушек к себе домой. Она пришла вечером. Они поужинали, провели вечер вместе в квартире. На тот момент в морозильнике все еще хранилась голова Шрадхи. Гости он представился одиноким, живущим в столице недавно. Объяснил скромность обстановки тем, что только переехал. Девушка, как позже выяснилось, не заметила ничего странного. Она, естественно, не заглядывала в морозильник и не задавала лишних вопросов. Обстановка в квартире казалась обычной. Афтаб подготовился, убрал лишнее, зажег благовония, сделал уборку. Для нее вечер был обычной встречей с новым знакомым, для него подтверждением своей полной безнаказанности. После того, как Афтаб окончательно прекратил имитировать активность Шрадхи в сети, ее отсутствие стало заметным. Первое время семья не придавала этому особого значения. Они привыкли к тому, что Шрадха могла надолго исчезнуть из поля зрения. После конфликта с родственниками она вела себя обособленно, не выходила на связь неделями. Особенно часто это происходило в моменты ссор или эмоциональных спадов. Поэтому, когда в июне она перестала отвечать, никто не запаниковал. Однако по мере того, как проходили недели, тревога нарастала. Мобильный телефон не включался, в социальных сетях не появлялось новых публикаций. Даже те редкие сторис, которые раньше становились хотя бы сигналом «я жива», теперь исчезли полностью. Ни одного ответа на звонки, ни одного лайка. Единственный, кто продолжал наблюдать за цифровыми следами Шрадхи, это ее брат. Он регулярно проверял соцсети, надеясь найти хоть какое-то движение, новую фотографию, реакцию на чью-то публикацию, отметку о местоположении. Но все оставалось пустым. Со временем он начал писать сам, задавая простые вопросы. «Ты в порядке? Ты где? Ответь, пожалуйста». Ответа не было. Отец Шрадхи, Викас Уолкер, сначала не вмешивался. Он считал, что дочь в очередной раз проигнорировала семью. Возможно, из-за очередной ссоры, возможно, из-за давления. Он уже видел подобное, и раньше она пропадала с радаров. Но к августу его отношение стало меняться. Он попытался выяснить, где она находится, через ее бывших коллег. Один из них сообщил, что Шрадха переехала в Дели. Подтвердить это больше никто не мог. К сентябрю не осталось сомнений, что что-то не так. Никакой активности на банковских счетах. Номер телефона вне зоны доступа. Она нигде не появлялась и ни с кем не контактировала. Тогда отец начал звонить в полицейские участки. Сначала в Мумбаи, потом в Дели. Но официальную заявку долго не принимали. В системе не было зарегистрированной жалобы, а место последнего проживания не было подтверждено. Лишь в ноябре Викас Уолкер направился в полицию лично. Он подал заявление о пропаже дочери. В нем он указал, что последний раз общался с ней весной. С тех пор она не выходила на связь. Он предоставил фотографии, номера телефонов, переписку. В заявлении также указывалось, что Шрадха находилась в отношениях с Афтабом Пунивалой, с которым они ранее жили вместе в Мумбаи. Это заявление стало поворотным моментом. До этого исчезновение Шрадхи не фигурировало как событие, требующее расследования. Ни один ее знакомый не заявил о подозрениях. Только теперь, спустя почти полгода с момента преступления, ее имя попало в официальные документы полиции. На тот момент след был уже почти стерт. Афтаб успел замести почти все следы, удалить улики и стереть цифровой след. Он был уверен, что спустя столько времени полиция не сможет связать его с пропажей. Когда заявление о пропаже Шрадхи поступило в полицию, дело начали с элементарного опроса людей, которые были с ней в последнем контакте. Среди них сразу выделился Афтаб Пунивала. В базе он числился как ее партнер по совместному проживанию. Соседи подтвердили, что раньше видели их вместе, а потом только его одного. Это сделало Афтаба ключевой фигурой. На первый вызов в участок он явился уверенно, был спокоен, говорил исключительно на английском, подчеркивая образ образованного, уравновешенного человека. Он заявил, что Шрадха покинула его несколько месяцев назад. По его словам, она ушла добровольно, сказала, что хочет начать новую жизнь с другим мужчиной. Он якобы помог ей собрать вещи, пожелал удачи и с тех пор не имел с ней контакта.
Версия, озвученная Афтабом, на первый взгляд казалась логичной и последовательной, однако вскоре начали появляться факты, которые явно противоречили заявленному им сценарию. Первым тревожным сигналом стал анализ телефонной активности. С момента 18 мая Афтаб ни разу не попытался связаться с девушкой, не было ни одного вызова, ни одного сообщения. Возник закономерный вопрос: если его слова правдивы, почему он даже не попытался выяснить, где она и все ли с ней в порядке? Еще больше подозрений вызвали данные по банковским операциям. При проверке движения средств следователи обнаружили перевод на сумму 54 тысячи рупий со счета Шрадхи на личный счет Афтаба. Перевод был осуществлен уже после даты, когда, по его словам, Шрадха покинула дом. Примечательно, что операция проводилась с ее телефона, а IP-адрес и геолокация транзакции совпадали с их квартирой. Это ясно указывало, и устройство, и доступ к ее финансовым данным находились в распоряжении Афтаба. Полиция провела повторный допрос. На этот раз давление было выше. Задавались прямые вопросы о деньгах, сообщениях от имени Шрадхи, цифровых следах, времени ее отъезда. Афтаб начал путаться. Его ответы становились менее четкими. Он избегал конкретики, уходил в общие фразы. Сдержанность, которая была в первом допросе, начала рушиться. На его лице появилось напряжение. Речь становилась сбивчивой. Следователи поняли, трещина есть, она в деталях, в слишком четком рассказе, который рассыпается при первом же проверяемом факте. Тогда ему задали прямой вопрос: когда он в последний раз видел Шрадху? Он ответил: 18 мая вечером, дата, совпадающая с днем убийства. После этого пауза в его рассказе стала слишком заметной, он больше не мог импровизировать. Внешне он пытался сохранять контроль, но внутри явно ощущалось давление. Позже в приватной беседе с одним из оперативников Афтаб впервые сместил тон. Он больше не отрицал напрямую, но и не признавался. Его реплики стали короткими. Он просил воды, отказывался от дополнительных комментариев, просил дать ему немного времени все объяснить. Это было началом конца. Момент, когда выстроенная им версия начала рушиться под тяжестью нестыковок и цифровых доказательств. Следователи поняли, они имели дело не просто с исчезновением. За этим стояло нечто большее, и Афтаб больше не выглядел как человек, у которого все под контролем. После второго допроса Афтаб больше не выдержал, его уверенность полностью исчезла, заявления стали противоречивыми, а выдержка нестабильной. В камере предварительного содержания он неожиданно сам попросил разговор с сотрудниками следственной группы. Без давления, без формального обвинения он начал говорить. Сначала намеками, затем напрямую. Он признался, убил Шрадху, расчленил ее тело, избавился от останков в разных частях города. По его словам, конфликт вспыхнул вечером 18 мая. Повод – очередной разговор о браке. Шрадха снова настаивала, он отказывался. Она требовала определенности, а он свободы. Тогда, как утверждает Афтаб, он потерял самообладание. Он схватил девушку за горло и душил, пока не понял, что она мертва. Далее последовала фраза, от которой у следователей пошел холод по спине. «Я просто не знал, что делать». Он рассказал, как провел ночь рядом с телом, как утром пошел в магазин за морозильником, ножами, химией, как расчленял тело поэтапно, распределяя части в полиэтиленовые пакеты, как скрывал их в лесах Михраули и в других районах, как хранил голову до последнего и только в июне сжег ее в отдаленном месте. Признание Афтаба стало громким поворотом в расследовании, но ни для следствия, ни тем более для суда в Индии этого было недостаточно. Согласно индийскому уголовному праву, одних слов подозреваемого мало. Признание, сделанное в стенах полицейского участка, не имеет юридической силы, если не подтверждено доказательствами. Подозреваемый в любой момент может заявить, что его заставили признаться. Поэтому без тела, орудия убийства и прямых улик дело просто не дойдет до приговора. Была организована масштабная операция по поиску улик. В качестве отправной точки использовали собственные показания Афтаба. Он подробно рассказал, где именно и каким образом избавлялся от останков. Указал конкретные места и временные отрезки. На основе этих сведений составили карту, обозначили маршруты и уточнили хронологию его передвижений.
К поискам подключили кинологов, судебно-криминалистические группы, использовали металлодетекторы и беспилотники. Основные усилия сосредоточили на территории лесов Михраули, а также в тех местах, которые он упоминал в своих показаниях. Первая находка была сделана в Михрауле, там, где Афтаб сообщил, что оставил одну из партий пакетов. В зарослях полиция обнаружила фрагменты костей, обмотанные тканью, частично погруженные в почву. Поблизости были найдены волосы, зубы и обрывки полиэтиленовых пакетов с остатками органики. Через несколько дней удалось собрать еще несколько фрагментов, включая челюсти и обломки ребер. Все находки были направлены на экспертизу. Параллельно с этим шел анализ содержимого квартиры. При повторном обыске были изъяты следы на полу и стенах. Хотя уборка была проведена тщательно, ультрафиолет показал микрочастицы крови. Следователи также нашли ручку от ножа, пакет с химикатами, следы пластика в сливе ванной. Все это отправили на биологическую экспертизу. Ключевым моментом в деле стали находки внутри морозильной камеры, фрагменты ткани и следы жировых отложений, впитавшиеся в пластиковые стенки. Экспертиза показала, они с высокой долей вероятности могли быть остатками органического происхождения. Хотя такие находки не позволяли с уверенностью установить личность жертвы, они все же служили весомым косвенным подтверждением версии следствия. Ключевым моментом стал анализ ДНК. У отца Шрадхи взяли образцы для сравнения. Часть костей, найденных в Михрауле, содержала остатки ДНК, которые с высокой вероятностью совпадали с образцами от родственников. То же самое касалось зубов и волос. Формулировка экспертов звучала осторожно. Данные указывают на высокую вероятность принадлежности останков Шрадхи Олкар. Это не было абсолютным доказательством, но в совокупности с признанием и цифровыми следами давало веское основание для обвинения. Когда Афтаб рассказал, что не просто убил, а расчленил Шрадху, это вызвало шок даже у опытных следователей. Но еще больше потрясение вызвала его аргументация. Он не скрывал, что делал это сознательно, чтобы замести следы. Его действия были рассчитаны, последовательны и по-своему логичны. Он не был в панике, он действовал хладнокровно. Главная причина, по его словам, страх быть пойманным. Цель расчленения заключалась в том, чтобы тело не нашли целиком. Еще одна цель – усложнить задачу криминалистам. Он считал, что если фрагменты будут разбросаны по разным районам и кости не будут сразу связаны между собой, то смерть Шрадхи не получится доказать как насильственную, а значит и обвинение в убийстве будет невозможным. Возникает логичный вопрос – кем был Афтаб на самом деле? Умным преступником, просчитавшим каждый шаг, хитрым манипулятором, игравшим на опережение, или глубоко больным человеком, потерявшим грань между реальностью и собственной жестокостью. Его поведение не давало однозначного ответа. С одной стороны, продуманность, дневник с расчетами, попытка стереть цифровые следы. С другой – абсурдная храбрость затащить в дом новую девушку, пока в морозильнике лежит отрезанная голова. Когда расследование набрало обороты, Афтаб стал менять тактику. Он начал вести себя странно, отказывался от еды, замыкался в себе, не разговаривал. Его поведение в зале суда тоже резко изменилось. Он стал неопрятным, бормотал что-то себе под нос, иногда не реагировал на обращения. Это не был срыв, это выглядело как игра. Следователи сразу вспомнили другое дело – убийство Нур-Мукаддам в Пакистане. Там обвиняемый тоже пытался уйти от ответственности, симулируя психическое расстройство. Та же тактика. Однако индийская система была готова к этому, назначили психиатрическую экспертизу. Заключение специалистов было однозначным. Афтаб вменяем, признает реальность, отдает отчет своим действиям. Ни признаков шизофрении, ни психотического расстройства. Его попытка изобразить сумасшествие провалилась. Однако, несмотря на отсутствие психических заболеваний, психологический портрет, составленный специалистами, оказался пугающе сухим. Высокий уровень самоконтроля, выраженный нарциссизм, отсутствие эмпатии и склонность к манипуляциям.
Он оказался не безумным, а расчетливым преступником. Его действия были продиктованы не болезнью, а холодной логикой. Убрать тело значит убрать проблему. До преступления он не демонстрировал признаков явного психического расстройства. В кругу знакомых считался замкнутым, но нормальным. Он редко делился личным, держался отчужденно, не стремился заводить глубокие связи. На работе и в повседневной жизни не было вспышек агрессии, которые могли бы заранее указать на потенциальную опасность. Но в отношениях с Шрадхой проявлялось совсем другое – контроль, агрессия, эмоциональные качели, которые она скрывала от посторонних. Особое внимание привлекло его поведение после преступления. В течение нескольких дней Афтаб жил рядом с телом Шрадхи, спал, ел, пользовался тем же холодильником, в который впоследствии поместил ее останки. Следователи уточняли у него: «Ты действительно мог есть из того же места, где хранил ее тело?» Афтаб ответил спокойно: «Я хорошо упаковал, запах не выходил». Ни отвращения, ни раскаяния, ни эмоциональной реакции. На момент ареста у полиции уже был сформирован прочный круг улик, от цифровых до биологических. Признания, подтвержденные деталями, дневником, маршрутами, частями тела. Общество следило за делом с нарастающим гневом. Люди требовали не только наказания, но и реформ, чтобы каждый, кто страдает от насилия в отношениях, мог быть услышан вовремя, чтобы родители даже после ссор не теряли своих детей навсегда. Теперь семья Шрадхи ожидала судебного разбирательства. В них жила отчаянная надежда, что правда, в которой они не сомневались с самого начала, наконец будет подтверждена официально. Долгое молчание, скрывавшее преступление, перестало быть щитом для виновного. Оно превратилось в одно из доказательств его вины. На данный момент, по состоянию на апрель 2025 года, судебный процесс продолжается, но точная дата вынесения приговора еще не назначена. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть также не менее шокирующие истории на моем канале. И не забывайте подписываться. До скорых встреч!